Я прошу вас подняться. Мы будем начинать наше богослужение. Сегодня особенный день. Я не помню, чтобы у нас 9 мая выпадало на воскресенье. Ну, по крайней мере, сколько у меня есть на памяти. Понятно, что оно когда-то было. Я поздравляю вас всех с праздником, с Днем Победы. Большой праздник, на самом деле, для нашей страны. Давайте мы прославим Господа, мы помолимся. Будем Его славить. Аллилуйя, Господь. Господи, мы благодарим Тебя за Твою милость, благодать. Господи, благодарим Тебя за мирное небо в нашей стране. За то, что у нас уже вот столько десятков лет у нас нет глобальных войн. Господи, благодарим Тебя за возможность приходить сюда, славить Тебя, поклоняться. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер и воскрес, и благодаря которому мы имеем примирение с Тобой, Господи. Благодарим Тебя за Духа Святого, Утешитель, который есть и который говорит нам. Мы просим Тебя, Господь, благослови наше сегодняшнее собрание. Мы отдаем его в Твои руки, Господи, и мы просим, двигайся, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь, ибо Ты Господь. А мы здесь для того, чтобы прославить Тебя, поклониться и чтобы служить Тебе, представить наши тела Тебе для служения друг другу. Господь, двигайся через нас, действуй, как Ты хочешь. Благодарим Тебя, Господь. Давайте мы прославим Господа. Аминь. Аллилуйя. Ты
чудесный, праздничный, такой великий день для нашей страны. И поэтому я всех вас поздравляю с этим замечательным праздником, с Днем Победы, дорогие! Мы благодарны всем, кто участвовал в этом, хоть каким образом участвовал в этой войне. Мы склоняемся перед ними, теми, кто остался в живых. Но мы знаем, что коня готовит к дню битвы, но победа от Господа. И поэтому, драгоценные, давайте мы поблагодарим нашего Бога, который стал за нашу страну. Который, потому что... Есть звук? Потому что если бы Господь не был за нас, мы бы никогда не победили. Поэтому вся слава, вся хвала нашему Господу. Ему аплодисменты. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, что ты вступаешься за тех, кого ты считаешь правым, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты всегда стоял на защите нашей страны, Господь. Мы благодарны Тебе бесконечно, Господь, за то, что столько лет, 76, мы живем в мире, в относительном мире, но в мире, Господи, и уже выросли целые поколения людей. Спасибо Тебе, Господь. Мы просто кланяемся, что многие люди во время войны, они познали Тебя, они привили нам эту любовь к Тебе, привили веру в Тебя, Господь, потому что уверовали наши дедушки и бабушки, и они смогли донести, и наша страна, она стала христианской. Спасибо Тебе, Господь, за все. Просто благодарим. Мы нуждаемся в Тебе, наш Бог, не только в таких великих событиях, но мы нуждаемся в Тебе каждый день, каждую минуту жизни. И поэтому мы приходим к Тебе, как церковь, каждый день и каждое воскресенье. И мы, Господь, приходим к Тебе, чтобы возблагодарить Тебя и сказать Тебе, в чем наша нужда. Не потому, что Ты не знаешь, но потому, что мы действительно смиряемся и говорим, нуждаемся в Тебе, Господи. И поэтому сейчас, драгоценная церковь, давайте мы помолимся за те каждодневные нужды, которые у нас есть. Мы просто отдадим их к алтарю нашему Господу, уму возложим. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, славим Тебя и благодарим за все, что мы имеем в своей жизни, за то, что мы стоим пред Тобой, Господи, живы и здоровы. Спасибо Тебе, Господь, что Ты искупил нас, полностью оплатил за нас, Господь. Полностью была заплачена цена, и мы можем стоять в этой свободе. Благодарим Тебя, Господи, благодарим за эту землю, которую Ты нам дал, за Якутию, Господи. Эта земля, она стала для нас родной. Спасибо Тебе, Господи, за те драгоценности, которые Ты разместил на этой земле, за этих людей, которые живут рядом с нами, Господь, за каждое сердце. Благодарим Тебя. И за те недра, богатства, которые в недрах Ты вложил. Благодарим Тебя. Это роскошная земля, роскошная, Господь, богатая земля, Господь, и живыми ресурсами, Господь, недр. Мы поэтому, Господь, молимся Тебе и просим благословения на эту землю. Пусть изливается, Господь, просто Твоя благодать на каждого человека, и да придет спасение, Господь, в каждую семью, в каждое сердце во имя Иисуса Христа. Мы поднимаем Тебе каждого человека, который живет на этой земле, Господи, и молимся. Это наша зона ответственности, Господи. Мы молимся за них. Да придет прозрение, да упадет всякая пелена из глаз и сердец, Господь, чтобы эта земля, она была воистину Твоей и христианской, Господи, во имя Иисуса. Мы благословляем, Господь, также правительство, Господь, власти. Это наша ответственность молиться, Господь, за них. И мы молимся, Господи, и мы благословляем Твоим святым именем, Господи, и благодарим, что, Господь, те, кто поставил Ты во главу, Господи, они чтут Твое имя. Они чтут Твое имя, Господи. Благодарим Тебя за это. Господь, да придет полное познание Тебя, Господь, и да будут сердца полностью отданы Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благословляем мудростью наше правительство, наши власти, Господь. Благословляем каждого, кто стоит у руля начальства, Господь, чтобы все, что они делали во благо этого народа, Господь, который Ты доверил им, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа. И да процветает наш Якутск, Господь. И еще
становится краше и краше во имя Иисуса Христа. И дороги лучше и лучше, и цветов больше и больше. Слава Тебе, пусть все, Господь, проповедует славу Господню, и все благодарит, Господь, Тебя за эту чудесную землю. Спасибо Тебе, Господь. Мы также благословляем, Господь, наших братьев и сестер, Господь, во Христе, которые в Якутии, Господь, Северо-Восточный Союз, Господь, наших церкви, служителей Божьих, и благодарим Тебя, что Ты хранишь верный, Господь. Пусть потоки Твоей милости изливаются на них, Господь, и будет водительство Духа, Господь, на каждом, Господь, кто взял на себя хоть какую-то ответственность, Господи, благослови, да будет единство между братьями и сестрами, Господь, и Твоя любовь да будет прежде всего объединять нас. Слава Тебе, Господи! И мы сейчас, Господь, просто складываем у Твоих ног все нужды, которые бывают у Твоего народа, Господь. Пока мы здесь, пока мы на земле, это естественно, Господи. Пока мы здесь, Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, восполни каждую нужду, каждого. Ты знаешь все нужды, Господи, да будут восполнены. И мы, Господь, молимся за тех, которых еще имеют, Господь, физическое или какую-то болезнь, Боже. Мы молимся сейчас, Господи. Просто каждая болезнь, Господь, она уже ранами Иисуса исцелена. Мы просто, Господь, как церковь, соглашаемся с этим, Господи, что исцеление Твое, Господь, достигает каждого. И свет истины Твоей достигает каждого. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Господь, мы высвобождаем, Господь, Твою божественную силу, Господь, каждому нуждающемуся во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Господь, мы просто высвобождаем из себя, потому что Ты в нас. В каждом из нас Ты, Господь, высвобождаем и благословляем во имя Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя, Господи. Пусть кто не имеет свободу, она придет во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, потому что Ты делаешь более, о чем мы можем даже мечтать и надеяться. Вся слава, Господи, Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за все. Просто мы не будем ни за что переживать, но мы отдаем Тебе каждую нужду. И принимаем с благодарностью Твои, Господь, чудесные ответы. Вся слава да будет Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Слава Богу. И детей можно позвать сюда. Да, ты первый, молодец. Давайте мы благословим детей. Вы знаете, что у нас добрая традиция такая. Мы благословляем детей. Вставайте. И давайте мы прострем наши руки к ним. Благословим всех, кто здесь сейчас, а также каждого ребенка, кого нет сегодня здесь на собрании, но они у нас в церкви, где бы они ни находились, дети, подростки. Аллилуйя, Господь! Мы благодарим Тебя, Господи, за каждого ребенка. Это просто благословение и чудо от Тебя, Господь. Ты творец всего, и Ты даешь жизнь. Мы приносим перед Тобой каждого ребенка, каждого подростка в нашей церкви. И просим Тебя, Господь, Ты благослови, как мы их благословляем. Господи, во имя Иисуса Христа провозглашаем просто божественное здоровье во имя Иисуса. Божественное здоровье. Божественное здоровье во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем. Господь, чтобы они были успешны во всем, что они делают. Господь, мы провозглашаем жизнерадостность, энергию, что они будут полны сил всегда на всякое доброе дело, Господь. Что они будут активны, будут принимать участие во всем. Господи, что люди будут брать с них пример, и им будут завидовать. В хорошем смысле, что у них все получается, потому что они в Твоей воле, под Твоим благословением, Господи. Пусть это будет так в их жизни. Аминь. Аминь. Хорошо, дети, вы можете проходить. И прежде чем мы перейдем к слову, можно ведра пустить тоже по залу. У нас есть немаловажная часть служения, это пожертвование десятины. Давайте мы также это исполним, если вы что-то приготовили. А я надеюсь, что вы приготовили.
я бы хотел поделиться таким примером или свидетельством, как учитель в воскресной школе, это реальная история. Она делала такой пример для учеников воскресной школы. Это уже взрослый человек потом делился таким, что учительница, она настряпала печенье и принесла полный противень на воскресную школу. И раздала всем бумажки, и каждый раз, когда люди, дети, они доставали какую-то бумажку, она написала на бумажках все расходы, которые есть в современной семье. То есть коммунальные услуги, там, электричество, еще что-то. И каждый раз, когда ребенок он доставал и говорил, например, там, оплата за телефон, он выходил, приносил бумажку, ему давали печенье. Он брал это печенье, и так каждый ребенок, когда следующий, там, электричество, там, расходы на машину, там, на бензин, приходит, выносит бумажку, ему дают печенье, он садится. И все так было замечательно, пока не остался один последний ребенок. И там что-то происходит такое, как бы дебаты какие-то. Просто если можно, внизу как-то вот громко так разговаривать, чтобы не отвлекать. И они достают бумажки, как я сказал, да, то есть последний ребенок остался, и он понимает, он смотрит, напротив не больше нет печенья. И у него осталась последняя бумажка, и он такой надеется, наверное, у учителя где-то что-то припасено. Все равно я сейчас выйду, и он достает эту бумажку, и там написано «Бог». И он выходит с этой бумажкой, отдает ее учителю, и она берет просто весь противень, соскребает все крошки, которые вот налипли после выпечки, собрала все, в руку высыпала. И он садится с этими крошками, и они говорят, что дети, запомните, что если вы заранее что-то не приготовите, то Богу всегда будут доставаться только крошки. И он говорит, это человек, который он рассказывал, он уже взрослый, он говорит, что я на всю жизнь это запомнил. Просто такой пример, что мудрый учитель был воскресной школы, на самом деле очень метко подмечено. Если ты целенаправленно заранее не приготавливаешь, а потом роешься по карманам, скорее всего, что-то звенеть просто будет. Да? Аллилуйя! Еще раз, я хочу всех поздравить с праздником. На самом деле это большой праздник для нашей страны. Наверное, нет такой семьи, которой бы не коснулась война. Даже несмотря на то, что Якутия, мы далеко были от линии фронта, но так много людей было призвано в армию, на войну ушли. И вы знаете, у нас есть прямо трагические такие истории. У нас есть улица Ильминская в городе. И кто не знает, это есть такое озеро в Новгородской области, мы просто там были. Я бы никогда там не подумал, озеро Ильмень. И там полегла полк или дивизия, я не знаю, целиком. Просто на этом озере их там всех положили в начале войны. И она была целиком сформирована здесь, в Якутии. Это в смысле наши солдаты и чьи-то отцы, дедушки. И вечная память тем героям. И когда сейчас, знаете, как-то обострилась дискуссия последние годы, что-то невообразимое творится. Я раньше даже представить такого не мог, что люди подвергают сомнению вообще, как-то говорят, что такое слово есть победобесие. Что сколько можно с этим носиться. Знаете, может быть, я еще такого поколения, которое я общался вживую со своим дедушкой, который прошел войну, и с другим у моей жены дед тоже прошел. Есть дед, который не вернулся, где-то похоронен в Германии. Но даже, знаете, с теми, кто был в тылу, жизнь была не сахар. Вот все для фронта, все для победы, это в прямом смысле. У меня дед, он по возрасту не попадал. В 41 году, 24-го года рождения, один из дедов. И, то есть его призвали
ну, когда у нас с 18 же лет призывали, то есть до 18 подростков не призывали. Получается, ему исполнилось 18 лет, уже когда война нашла. И вначале он просто, они рыли окопы, и он говорит, что с кормежкой было так плохо. То есть, представляете, как молодые парни, 18 лет, сколько они обычно едят. То есть была постоянно гнилая капуста, я, говорит, уже просто всегда пытался попасть на фронт просто с надеждой на то, что, хоть там умереть, если то хоть на полный желудок, в смысле, не с голода. В тылу было тяжело очень, и честь и слава просто тем людям, кто это прошел. И это наши предки, понимаете? В смысле, наши дедушки и бабушки. И когда вот говорят, что не нужно как-то радоваться этому, почему вот называют в России Великая Отечественная война? Не только в России, но и для Советского Союза была. Первая Отечественная война была, когда был Наполеон. Да? 812 год, помните, когда Москву отдали. То есть все было очень плохо. Поэтому она отечественная, что все отечество оно встало. И Вторая Отечественная, то, что называют, для всех это просто Вторая мировая. Но у нас битва была не на жизнь, а на смерть. То есть вопрос стоял об уничтожении. Когда вот люди говорят про такие вещи, что не надо как-то там, нам нужно каяться, потому что мы тоже развязали войну. Это такой бред, который даже комментировать не хочется, но есть исторические документы, и мы знаем, какая участь она была приготовлена большей части России. То есть там нужно было оставить небольшое количество рабов, остальные подлежали уничтожению. И Белоруссия, Украина, они в полной мере хлебнули вот этой политики, когда, знаете, в Беларуси есть кладбище, где могилки постаменты сделаны. Это не люди, это в честь тех деревень, которые были сожжены. Просто вообще кладбище. Каждый монумент это деревня. То есть деревни прямо вживую сжигали людей. И то горе, которое наша страна нахлебнула, оно ни с чем не сопоставимо. Поэтому победа это праздник, это радость, как вот песня есть, да, со слезами на глазах, потому что только тот, кто что это прошел, он может это понять. Аминь. И я согласен, как вот Любовь Николаевна говорила, что победа она от Господа. И как бы там кто-то может говорить, но там же были коммунисты, и как бы были против Бога и так далее. Но вы знаете, что именно во время войны Сталин, вообще коммунисты именно, они восстановили патриархат вот Русской Православной Церкви. То есть патриарха не было, его царь упразднил. На самом деле церковь, она одобрила свержение царя и всякие такие вещи, но коммунисты они восстановили. Во время войны он был полностью поставлен на довольствие, то есть и машина была выделена, и как-то вообще, и церкви они начали возобновляться. Потому что, было понятно, что просто, знаете, для победы, кто-то может сказать, все церкви хороши. И как кто-то говорит, что на войне не бывает атеистов. Когда ты сидишь и смерть она рядом, и победа она от Господа. Я согласен, что Господь Он благословил. Я не умаляю вообще тех героических усилий, которые это просто стоило стране, сколько людей полегло. И кто-то говорит, что вот у нас там погибло. Вы знаете, у нас очень большие потери. И потери вот в армии, они практически сопоставимы с тем, что сколько мы потеряли мирного населения, сколько людей были угнаны в рабство в Германию, сколько скончалось в лагерях и так далее. И то еврейское население, которое у нас было, которое уничтожалось, и славяне, они уничтожались также. И коммунисты, и красные командиры, то есть политруки, они так же, как и евреи, их расстреливали сразу. То есть, если находили просто документы, там никаких вопросов не было, никаких шансов. Это было просто массово. Поэтому с праздником! Это действительно великий праздник. Если бы... я даже не хочу говорить, что бы было, если бы мы проиграли. Хорошо, и сегодня, я не знаю, у нас может быть совсем такая тема. Я верю, что она нужна. И прежде чем я перейду
и скажу вообще, что за тема, и мы будем это... Я бы хотел, наверное, прочитать все-таки местописание, к которому мы будем обращаться. И это будет 3 Царств, 19 глава, и там с 1 по 18 стих. Но я бы хотел сначала сделать небольшую такую предысторию. Мы будем читать сейчас про пророка Илию. И я бы хотел напомнить просто, что это за пророк. Это один из самых почитаемых пророков, один из самых, наряду с Моисеем, да, его израильский народ ставит. Почему? Что произошло? Кто помнит? Вы помните, это тот самый Илия, который приходил к вдове, да, когда она должна была его кормить, и у нее ничего не было, и он там ей говорил, что сначала мне приготовить, а то, что там у тебя осталась горсточка, у тебя там в катке мука там не истощится, и масло будет постоянно, и там чудо действительно произошло. И он так готовился, но что самое главное, в тот момент, когда он жил, Израиль, в очередной раз израильский народ, он отошел от Господа, отпал. Там была жена у царя, да, на тот момент, не из еврейского, израильского народа, и она была из местных народов, и она поклонялась, был у нее такой обычай, то есть обычай, они поклонялись вот Афродите, ну или в Библии написано Астарта, богиня, это вот как раз богиня любви, плодородия, греческая, и также Ваал был такой, как бы, да, бес, которому поклонялись, приносились человеческие жертвы, то есть это вообще такая мерзость, представляете, вот, они поставили везде этих жертвенников, и народ израильский, он начал поклоняться, и то есть это было обязательно, и от царя прямо исходило, как бы, и Илия, он противостал этому, да, и помните, что чем все кончилось, то есть пик всего, то есть потом там хватали пророков, Илия был, он не единственный пророк на тот момент, но пророков хватали и убивали по приказу вот Иезавели, царицы, жены царя, и кульминация всего было что? Когда он на горе кормил, да, он сказал, что давайте вы возьмете жертву, там, заколите, приготовите все, и обложите ее там дровами, и будете молить своих богов, чтобы огонь сошел, и, ну, ваша жертва, она сгорела. И они там плясали, написано, да, там, взывали и кололи себя, как у них было принято, там, они резали себя, чтобы кровь она бежала, и чтобы их боги они услышали, там Ваал услышал. И Илия, он просто насмехался над ними, издевался и говорил, да, наверное, спит, громче орите, там, пляшите, колите, больше вот такое. А потом, когда он вышел, он сказал, что залейте все водой, выкопайте ров, и там эту воду налили, что все пропиталось, и ров он наполнился вокруг жертвенника. И он потом помолился, и пламя сошло и пожрало просто вообще все. Все, что там было, и израильский народ, он увидел, кто есть Бог. И вот после всех этих событий, и потом что еще было? Из-за того, что Израиль он поступал подобным образом, или он помолился, и не было 3 года дождя, да, в стране. То есть был голод, была засуха, то есть 3 года, представляете, это аграрная страна, которая живет сельским хозяйством, и ну, в любой стране, если вообще, то есть не было такой международной торговли, как сейчас, самолеты нельзя было привезти откуда-то из России, там зерна завезти. Был голод, реально. Был падеж скота и всякие такие вещи. И после этого, когда все это произошло, или он помолился, и прошел дождь. 3,5 года его не было, и потом он помолился, вот после этого прошел дождь. И дальше вот эти события, которые описываются в этой главе. И пересказал Ахав, это царь, да, Иезавели, все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. Это те, которые были пророки, вот эти вот, которые Вааловы, поклонялись бесам. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. То есть она ему конкретно угрожает, что я тебя... Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам пошел в пустыню на день пути. И придя, сел под можжевеловым кустом,
и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харима. И вошел он там, в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышал это Илия, закрыл лицо свое милостью своею, и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, и Иеуя, сына Немесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, и Завел Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй, а кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех, чьи колени не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобзали его». Такое вступление, я надеюсь, я вас не удивлю. Если вы не читали давно Библию, ну вот, хоть в воскресенье почитали. Потому что вера, она от слышания, да? Слышание Слова Божьего. И сегодня тема такая, я уже как-то касался ее, но у меня вот прямо на сердце было. Знаете, исцеление депрессии. И, казалось бы, праздник, и... Но я верю, что это кому-то нужно. И кто-то может спросить: депрессия, это вообще что такое? Но вы знаете, я когда готовился, я посмотрел статистику на сегодняшний день. Вы знаете, депрессия, она вышла на первое место среди причин неявки на работу. И второе место вообще потеря трудоспособности. И у нас 24 марта Всемирный день борьбы с депрессией был. Я не знаю, кто-то знал это или нет, я не знал. Помните, у нас такие календарики были, ну, кто напомнит, может, в Советском Союзе, отрываешь, и там были написаны все дни, там, праздники, которые там, как кто-то помнит, если это как мечта алкоголика, да, то есть всегда на каждый день есть праздник, можно найти, как бы, что отметить. И кто-то может сказать, что вообще депрессия – это ерунда какая-то. Ну, на самом деле болезнь какая-то несуществующая. Вот у меня лично такое отношение было всегда. Пока ты молодой, уверенный, еще ты мужчина, ну, как-то тебя это все стороной обходит. Но, знаете, если посмотреть на официальную статистику Всемирной организации здравоохранения, как я уже сказал, это первое место причин неявки на работу. Второе – это среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Это вот на 19 год. Ожидали, что в 2020 году это выйдет, ну, я не знаю, сейчас ковид смешался, когда такие катаклизмы происходят. Я не нашел статистику вот, там, как бы, по депрессиям и так далее. У нас сейчас другие заботы. Но знаете, мне что-то подсказывает, что это только усугубило ситуацию, вполне возможно. Вообще прогноз такой был, что выйдет на первое место, да, депрессия, ну, обогнав такие вот заболевания, как инфекционные и сердечно-сосудистые. И уже сегодня это самое распространенное заболевание, официально признанное, которым страдают женщины.
ну, пандемия коронавируса, она может, наверное, снизить, как бы, я не знаю, будут вести статистику или нет, но вообще по разным данным, понятно, что как бы вот такой прямо цифры нет, но в России страдает депрессия от 5 до 15% населения. И эта цифра, она будет расти, причем прогноз такой, 50 лет назад, то есть во времена Союза, эта цифра, она была в 10 раз меньше. И есть, наверное, ну, многие причины, о которых я могу подумать, это только то, что само устройство жизни вот в Союзе, оно было, ну, коллективным таким, да, человек, он не оставался один, существовали всякие профсоюзы, правкомы, и человек, он как-то давался на поруки, и как-то вот были люди, которые как-то окружали. Сейчас этого нет, и человек, если вот он остается один на один со своими проблемами, ну и жизнь у нас стала другая, по многим вещам. И мы догоняем западный мир. То есть там уже с депрессией все хорошо уже давным-давно. Вот. И, как я уже сказал, знаете, женщины заболевают депрессией в 2 раза чаще, чем мужчины. По статистике, это просто статистика. И, ну, то есть где-то 20-26% всех женщин, они сталкиваются, то есть каждая 5-я, каждая 4-я сталкивается с депрессией. И у мужчин это 8-10% всего. Депрессия является основной причиной инвалидности в мире. 20% женщин, они сталкиваются с послеродовой депрессией. Знаете, если такое вот отношение, ну, то есть ты все еще считаешь, что когда на эти цифры смотришь, они на самом деле шокируют. И, казалось бы, вот такая ерунда, которую серьезно не воспринимаешь, но сейчас вот такое. У нас, знаете, мы догоняем Запад, и там есть другая крайность, да, если в России мы долго, ну, вообще как бы не признавалось, что такая болезнь или там она вообще существует, то на Западе там бегут к психотерапевтам там по малейшему поводу. Ну, хотя тоже от страны к стране зависит, и очень часто люди, они остаются вообще, на самом деле, даже на Западе, один на один с депрессией сами. И никто им не помогает. К чему я все это говорю? Знаете, я просто даже среди верующих людей я встречался, и вот как бы, знаете, вот, ну, мужик Божий на самом деле, искренне верующие, всю жизнь в вере, и они подвержены депрессии. И даже люди вот у нас дома останавливались, я как-то просто раз смотришь там медикаменты, там, смотришь таблеточки, читаешь, а там показания, как бы, да, ну вот, антидепрессанты. И ну, в этих антидепрессантах там обычно, знаете, что, ну, показания к применению, да, вот есть, и подавленное состояние, потеря интереса, проблемы со сном, бессонница, да, трудность в том, чтобы сконцентрироваться, раздражительность, беспокойство внутреннее. И там, вот если у вас такие симптомы, они продолжаются больше 2 недель, то, скорее всего, причина тому это химический дисбаланс в организме. Это то, как, ну, это описывается. И на самом деле вот это вот такой, знаете, я за медиков вообще, я хочу сразу сказать, но вся медицина сводится к тому, чтобы вот найти вот эту таблеточку, которая восстановит этот дисбаланс. Вот как бы съел таблетку, и все хорошо. И солнце светит, и я уже ни о чем не беспокоюсь, да? Анекдот приходит на память, не знаю, насколько уместно, но вы, если что, меня простите. Знаете, как у мужа диарея, ему на работу надо идти, жена ему дает, слушай, у меня есть таблетка, дала ему таблетку, тот бежит, садится в маршрутку, едет на работу, звонок. Поднимает трубку, жена ему, дорогой, я тебе дала не ту таблетку. Вместо таблетки от диареи я тебе дала таблетку от нервов. Он говорит, да, все нормально. Таблетка от диареи не помогла, то есть я уже, но зато я вообще абсолютно спокоен. Ни капли по этому поводу не переживаю.
И, знаете, я к чему это говорю? Депрессия на самом деле это реальность для многих людей, и в том числе внутри церкви. И это не означает, ну сейчас мы этого коснемся, что, знаете, человек, он отошел от Бога, что у него нет веры, что еще какие-то вещи. Я как-то смотрел, знаете, свидетельства, я просто готовился, когда я начал искать, поднимать какую-то информацию по поводу вообще всего цифр, в том числе по статистике, какая существует по депрессии на христианских ресурсах. И вы знаете, я помню, когда я готовился там по поводу зрелости или чего-то, неважно, там какие-то библейские такие, духовная зрелость имеется в виду, или еще что-то. И как-то с трудом материал находишь. И в том числе и проповеди, вообще, когда там по поводу депрессии, там столько проповедей, вообще весь интернет завален. Это просто никаких проблем с тем, чтобы найти, и почти каждый, я просто удивился, что это так. И я смотрел на свидетельства, знаете, когда один из проповедников, такая команда исцеления, они ездят и молятся, и он говорит, что в последнее время он там приводил конкретное собрание, когда было собрание людей, и он говорит, что я чувствую в духе, что такой тяжелая такая атмосфера, если там люди, то это было просто собрание, имеется в виду не собрание за исцеление, он говорит, что я чувствую, что нужно помолиться за исцеление и так далее. И говорит, я был удивлен, когда люди приходили, и то, что они говорили, 2/3, то есть 75%, 2/3 это 75% или нет? Не суть. Они говорили, все проблемы, они были связаны с депрессией, беспокойством, с чувством того, что я недостоин и так далее, и так далее. Я просто был поражен. И просто еще раз хочу повторить, обосновать, к чему я говорю, если кому-то кажется, что это какая-то высосанная из пальца проблема, но на самом деле это настоящая физическая проблема, которая существует у людей, которую, если можно так выразиться, ее можно потрогать. Она есть. И то место Писания, которое мы читали, вы знаете, это интересно, потому что Бог, Он нам дает прямо такой пример того, как Он исцелил депрессию. Это прям такая, знаете, все симптомы клинической депрессии, которые были. И то, что мы прочитали в 3 Царств, 19 глава. Потому что Илия, он испытывал все классические симптомы, которые есть. То есть первое – это страх. И то, что мы прочитали, 19 глава, 3 стих. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Он боялся за свою жизнь. Он бежал, потому что ему были угрозы его жизни, он там оставил сына, пошел там дальше в пустыню, у него был страх. Второй симптом – это суицидальные наклонности. Он думал о самоубийстве. 4 стих. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Он был до такой степени доведен, он просто в пустыню ушел, сел там под кустом. Сидит и: «Господи, забери уже меня, не хочу жить больше». 3 симптом – это чрезмерная усталость или такая, знаете, опустошенность. Он просто там свернулся калачиком. Давайте прочитаем. «И лег в пустыне, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: вставай, ешь и пей. И взглянув, Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять уснул». Он спал, непонятно сколько он спал, но он спал до такой степени, что Бог послал ангела, который его разбудил и сказал: встань, поешь и попей. То есть человек чувствовал себя до такой степени истощенным эмоционально, во всех смыслах. Он просто свернулся под кустом в пустыне и уснул там. И он лежит, и ангел пришел и говорит: слушай, надо поесть. Разбудил его, дал ему хлеба, воды.
Он поел и опять обрубился, и еще спал сколько-то. И потом ангел опять пришел и опять его разбудил. То есть я думаю, что если бы он спал какой-то короткий промежуток, но ангел бы не стал его будить на лавке хлеба и воды. Да? То есть чрезмерная усталость. Следующий симптом – это чувство отверженности. Он сказал: «Возревновал я о Господе», это 10 стих. Илия сам говорит, да. «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Весь мир против меня. Я один остался, и то меня ищут, чтобы убить». И вот эти вот симптомы, он достаточно продолжительное время, то есть то, что описывается, он встал, пошел, там оставил, и там дальше потом он 40 дней в пути был. Несколько месяцев, может быть. Что я нахожу вообще вот странным, ну, вернее, не нахожу это странным, но я бы хотел подметить этот факт, что все это произошло после того, как Илия, он пережил пик Божьей славы в своей жизни, вообще вот проявлений. Это произошло после того, как вот он был на этой горе, он не убоялся, его могли в любой момент там убить. Он говорил: «Положите вот этих пророков», он такие чудеса творил, по его слову Бог творил. То, что мы говорили, он там молился, этот огонь он сошел и пожал, потом он помолился, и дождь пошел, которого 3,5 года не было. Это только что все произошло. И после этого человек он впадает в депрессию. То есть вот она, сила Божия, вот там все у меня, как бы по моему слову. Он однозначно знает, что Бог с ним. Он до этого, там, помните, когда у вдовы был, он там мальчика воскрешал из мертвых, который умер. И все чудеса эти его, они сопровождали постоянно и постоянно. И здесь он все, когда вот это произошло, и он обернул, он видит, что Бог с ним. Это просто реальное чудо, которое там было. И народ вроде бы за него. И тем не менее он бежит, он боится, он впадает в депрессию. И почему? Почему вот это, знаете, какая-то безнадега у него, она появилась? И сейчас можно привести кучу примеров, кучу там доводов каких-то. В Библии конкретно не говорится об этом, поэтому мы можем только спекулировать. Но я не хочу сейчас этого делать, просто хочу обратить ваше внимание на этот факт. Вот она, слава Божия, вот они проявления силы Божией в его жизни. И он такой, он однозначно помазанник Божий, да? Все же согласны? Бог через него двигается, и все такое происходит, и он впадает в депрессию. Это просто произошло, чтобы мы приняли это как факт. И почему я это говорю? Это говорит нам о том, что, вы знаете, даже самые могущественные мужи Божии, те люди, через которых Бог, Он двигается, на которых находится Дух Святой, они могут страдать от депрессии. Бензин может закончиться даже у них в какой-то момент. И о чем это еще говорит? Что не обязательно, когда ты видишь, что у человека началась депрессия, совсем не обязательно, что это недостаток веры. Потому что сказать, что у Илии, после того, что он делал вот только что у него не было веры, ну, как-то неразумно. И это совсем не обязательно признак какой-то аморальной жизни неправильной. Потому что у Илии все нормально было с этим. Илия был человек Божий. Вы согласны со мной? Он был человек Божий, Бог через него двигался, но у него была депрессия. Но, что интересно, да, Бог, Он не оставил его в этой ситуации. И Бог ему не говорил: слушай, извини, пару тысяч лет надо подождать, антидепрессанты еще не изобрели. У меня нет маленькой розовой таблеточки, чтобы твой химический баланс в мозгах восстановился, да? Задолго до того, когда психиатрия, она была изобретена вообще, когда такое слово даже только еще придумали, до того, как вот эти маленькие розовые таблетки, они появились, и задолго до того, как появились психиатрические клиники, и психотерапевты, и психологи, я сейчас хочу, чтобы все понимали, они на самом деле делают хорошую работу. И врачей не от Бога. Я ничего не имею против них. Я просто
хочу сказать, что задолго до всего, когда вот это вот появилось, да, Бог, Он исцелил человека, исцелял людей от депрессии. И вот здесь мы говорим сейчас об Илии, но это был не единичный случай на самом деле. И если Бог это сделал для Илии, то Он это может сделать для тебя и для меня. Давайте мы посмотрим, я хочу, чтобы мы посмотрели, что же Бог, Он сделал вообще для Илии. Скажите, вообще, вот это, то, что я сейчас говорю, оно хоть кому-то интересно? Можно руку поднять, хоть, как, вообще, хоть в тему? Хорошо. Потому что когда вы в телефонах пишете, непонятно, то ли записи делаются, то ли там надо срочно месседж кому-то отправить. Не, я шучу, не это, ну просто обратная связь. Итак, что же Бог сделал? Вы знаете, самое первое, что Бог сделал, вообще удивительная вещь, это то, что Он воспринял, что у Илии действительно есть проблема, и что она не какая-то воображаемая, как принято, например, у нас считать, а что это серьезная, реальная болезнь или там, не знаю, проблема, потому что, то есть она осязаема. И, знаете, Бог, Он не взял там Илью, соберись, тряпка. Ты что, не мужик? Где твоя вера, муж Божий? Не начал ему проводить там консультационные сессии какие-то. Проповедовать ему не начал. После того, как Илия, он помолился: Господи, убей меня, забери жизнь мою. Бог дает ему просто выспаться, да? Он его оставляет в покое, он его вообще не трогает. И то, что Илия делает, он спит. Он просто лежит, и он спит, и он спит. И Бог просто посылает ангела, да, чтобы он его разбудил, чтобы покормить, чтобы его тело физическое не ослабело, потому что он уже давно не ел. То есть вода, еда, и опять еще, и пусть спит. Не трогает его. После этого он поднимает его и отправляет его, да, в путь. Ничего не говоря, вот иди там на гору, да. 40 дней в пути. И все это время Бог, Он не говорит с ним вообще ничего. Илия предоставлен сам себе. Вот он отоспался, и он в одиночестве просто вот идет 40 дней. И Бог не говорит ему ничего, не назидает его, не проповедует ему, лицом к лицу с ним там не встречается. Или дано время для того, чтобы отдохнуть и подумать. Я у одного проповедника читал историю такую, что у него, получается, на пожаре погиб племянник, то есть сын его брата. И когда позвонили сказать, да, мать была одна дома, имеется в виду бабушка. Бабушка была одна дома, ей позвонили и сказали, что вот внук он погиб. И это просто тоже как пример такой, знаете, ну, есть некоторые вещи, которые нельзя говорить по телефону. Нельзя говорить, когда человек он один. Надо иметь тоже, ну, как бы здраво это. И ей сказали днем, и к вечеру, когда отец он пришел домой, мать, она уже была в таком состоянии, то есть это бабушка, получается, вот этого внука, она приходила и спрашивала, как вот он вспоминает, что мальчика звали Давид. Она говорит: Давид умер. Да, умер. И она начинает что-то вспоминать про него, как он что-то делает, там это. И потом ходит какая-то вот такая потерянная. И потом опять спрашивает: Давид умер. И это продолжается как бы, все время. И понятно, что с человеком что-то не то, что-то вот сорвалось, и она не в себе. То она ходит, занимается какими-то вещами, какие-то вещи там разглаживает, постоянно что-то спрашивает про него. И позвонили в больницу, и понятно, что сказали, что ее нужно госпитализировать, да, то есть нужно. И он говорит, что, вот отец, он занял такую позицию, и была такая фраза: это просто пример, я не призываю всех так действовать. А он говорит, что если я просто чувствую, если я вам отдам, я ее обратно никогда уже не получу.
И то, что произошло, он говорит, он просто взял отпуск за свой счет, и он остался с ней просто дома. Ну, то есть ситуация такая, не могли себе, наверное, позволить это. То есть он на работу не ходил никуда, он не грузил ее никакими разговорами, никаких наводящих вопросов, никаких там нравоучений. Он просто приносил ей еду, обнимал ее, был просто с ней. Просто забота и любовь. Вот, ну, на протяжении, там, не знаю, это было несколько недель, никаких розовых таблеточек, никаких медсестер в белых халатах вокруг, никакой вот этой больничной атмосферы, просто отдых и любовь. И через какое-то время она вернулась обратно. Ну, как бы здесь конкретно в этой истории закончилось все хорошо. Я этот пример привел к тому, что, знаете, вот, Бог похожим образом поступил с Илией. Никаких проповедей, никаких там вот бесед с психотерапевтами, ну или он его там не назидал никаким образом. Просто отдых. Вот он спал, поел и 40 дней шел. Иди туда и все. Бог, он на самом деле устроил наш мозг чудесным образом. Ну, до сих пор это одна из величайших загадок вообще, как все устроено. И врачи не исследуют его. И все доли, которые там работают, активности, и там полушария, что за что отвечает, и вот эти вот нейронные связи, электроны, которые там, это вообще до сих пор загадка. Но одна из тоже вот великих мудростей Божьих, это то, что, знаете, вот если электрики есть, или вот энергетики, знаете, бывает перегрузка в сети. Вот в приборах у нас, например, да, делают предохранители. То есть, если есть большой скачок напряжения, который может повредить всю систему, ставится маленький предохранитель, который перегорает, да, или там, ну, вырубает, и просто вырубает всю систему для того, чтобы она целиком не сгорела. Вот мозг он устроен похожим образом, и иногда, когда вот бывает большая эмоциональная нагрузка, психологическая, психоэмоциональная, мозг он отключается для того, чтобы не произошло необратимых последствий. Бывают проблемы с тем, чтобы человек потом вернуть, да, как бы вот в это состояние. То есть это, знаете, я к чему это говорю? Христианам свойственно сразу там дьявола обвинять, или там вот бесы, там одержимые, там еще что-то. Но бывает вот такое, что мозг, он просто отключается, как предохранитель такой, знаете, чтобы вся система, она не перегорела. И просто чтобы вы знали это. И вот Бог, да, он в конце концов, он разбирается вот с депрессией Илии. И что происходит? Давайте мы посмотрим. То есть он его подвел, сначала оставил его в покое, он отдохнул, не грузил его, ничего нет, но он не оставил его дальше в этом состоянии. Тот отдохнул, более-менее восстановился. Что происходит? Первое, то, что Бог сделал, он отправил Илию в церковь. Ну, условно, да? То есть не было тогда церкви, он отправил его в присутствие Божие, в славу Божию. Второе, то, что он сделал, он задал ему вопросы для того, чтобы Илия, он осознал, что вообще с ним происходит. Да, чтобы он сам проговорил. Потому что, знаете, это как вот у алкоголиков. Пока человек он не признает, что у него есть проблемы, пока он сам не осознает этого, ну, какое-то лечение или вообще разбираться с проблемой, если ты не понимаешь, что она вообще существует, это бесполезно. Третье, что Бог сделал, он поправил, знаете, вот, те убеждения, которые были у Илии, почему у него вот это все, что с ним происходит. Они были не совсем верные, и Бог он их поправил. И четвертое, Бог дал ему задание, чтобы что-то делать. Давайте мы посмотрим вот на это, на все сейчас, да? Итак, первое. Бог отправляет его в церковь, ну, условно. В Божье присутствие он отправляет его на гору Божию Хариф. То, что мы читали. Вы знаете, это интересное место. Это то же самое, что гора Синай. Это там, где Бог, он дал Моисею 10 заповедей, где вот народ израильский под этой вот горой они стояли, пока Моисей это получал. То есть, где он являлся ему. И в Писании на самом деле есть, ну,
несколько мест Писаний, которые называют эту гору как Синай, и несколько мест Писаний, которые называют ее как либо гора Божия просто называется, либо гора Хариф. И я посмотрел просто, сейчас то, что есть информация в сети, на самом деле там как бы 3 таких горы, которые дошли, и вот просто одна из них, вот восточный хребет, называется, они все называются Синай, но восточный хребет, вот именно там, он называется Хариф. Именно поэтому такой вот, то есть чтобы у вас не было, это то же самое место. И то есть то место, где Бог потом также к нему приходит, в Божье присутствие. Почему я говорю, что Он отправляет его в церковь? Вы согласны? Тогда церкви не было. То есть Божье присутствие. И вы знаете, на самом деле церковь, она может быть одним из лучших инструментов для того, чтобы справиться с депрессией. Если в церкви, при условии, что в церкви все устроено правильно, то, знаете, это то место, где люди, они служат друг другу, где могут выслушать, где могут молиться, где приходит слава Божия. В Галатам 6:2 написано, что носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Что значит носите бремена друг друга? Помогайте друг другу. Если у твоего брата или сестры есть какие-то проблемы, не обязательно ментальные, но в том числе, носите бремена друг друга. Не оставайся безучастным, если ты видишь, что твоему брату или сестре плохо, не надо его пинать дальше. Если он, например, от чего-то там, давай, соберись. Я смотрел, когда, готовился, смотрел всевозможные опросы, и вы знаете, на Западе светский университет, один из, если я название скажу, наверное, это ни о чем не скажет, да, но известный университет проводил социологическое обследование, или не просто даже социологическое обследование, то есть что делалось? Они брали людей, которые молятся, которые изучают Писание, ставили всякие диодики, да, я не знаю, как там, энцефалограмма, то есть исследовали активность головного мозга во время чтения Библии, во время молитвы, во время размышления, и обнаружили, знаете, интересные вещи, что вообще в целом общее исследование оно показывало, что те люди, которые посещают церковь, которые находятся в церкви во время прославления, молятся, изучают Библию, они гораздо меньше подвержены вообще депрессии. Это это статистика, это уже факт. Но помимо этого, да, другой университет, они проводили это исследование, и были интересные вещи, что когда человек, он молится, или он размышляет над словом, да, то есть включает, знаете, вот смотрите здесь, префронтальная кора головного мозга, там наибольшая активность, прям все светится. Прямо сверхъестественная активность. И именно эта префронтальная кора головного мозга, она отвечает за рассуждение, переживание, эмпатию, то, что туда направлено. А наибольшая область, где вообще никакой активности, затухание, наоборот, при этом происходит, это верхняя теменная доля, и это та область мозга, которая дает нам чувство себя, которая отвечает за личные, эгоистичные какие-то интересы. Когда я, мне, мое, это верхняя теменная доля. То есть, когда ты молишься, когда ты рассуждаешь над Писанием, то у тебя появляется эмпатия к людям, рассуждение, это активируется. И подавляется твое, что я, мне, мое. Это я утрирую. Но если интерпретировать, да, эти исследования, то таким образом. И часто, люди, которые говорят, что они там в духе, они молятся, они поклоняются, знаете, потерял себя во времени, потерялся побуждение служить, что-то делать для других. Итак, первое, что Бог сделал, Он отправил Илью в церковь. В Божье присутствие. Второе, что Бог Он сделал, Он хотел, чтобы Илия
сам сказал ему, в чем проблема. Вот 13 стих мы читали. «И был к нему голос, и сказал ему», это Бог говорит ему, «Что ты здесь, Илия?» И Бог его спрашивает, мы читали не один раз этот вопрос. Он ему сначала отвечает, говорит: «Господи, да вот там это вот произошло, и вот там это, и ищут меня убить, и я один остался». Он говорит: «Хорошо, вот выйди, там это сделай, там вот сейчас Бог там будет, пройдет, и там и сильный ветер, и землетрясение, но не там Бог, а потом вот дуновение ветра. И скажи мне». Еще раз он говорит: «А что ты здесь вообще?» Почему Бог задает этот вопрос? Он что, не знает, что происходит? Он сам его туда отправил, на эту гору. Да? Понятно, что он знает, но в чем суть вопроса? А что происходит? Ты вообще, почему ты здесь оказался? Что здесь? Почему ты здесь? И Илия ему озвучивает, да, то есть, знаете, вот процесс осознания вообще, что со мной происходит, почему я здесь оказался. И когда он ему говорит, да, Бог, он, третье, то, что он делает, он исправляет вот то, что Илия думает, в чем, собственно, проблема, почему у него депрессия. Иисус в свое время сказал, что истина сделает вас свободными. Аминь. Знаете, потому что вот какие-то ложные представления, ложные убеждения, которые у тебя есть, не истинные, а особенно, если они касаются Бога, вот ты в чем-то убежден, но это не истина по поводу Него. Это может тебя удерживать вот в таких оковах. В твоей жизни. Мы строим свои жизни, хотим мы этого или нет, на основании того, во что мы верим, что истина вообще в жизни. Вы понимаете, да? И если мы строим вот это основание на ложных убеждениях или ложной информации, результаты не могут быть печальные. И вот ответ Илии, он показал вообще, что на самом деле было не так. В чем было его не это. Если подытожить, Илия он думал, что Бог он вообще ничего не делал. Что вот он там через него там силу когда-то проявил и так далее, но по поводу него Богу вообще там никаких дел не было. Вот 14 стих он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Знаете, вот он напрямую, у него ума хватает, не говорит, что: «Господи, где ж ты был-то? Ты оставил меня». И ты вообще все. Он говорит, что то, что происходило, что все пропало. Все пропало. Народ он оставил тебя, понастроили жертвенников бесам, приносят там жертвоприношения детей, непонятно там непотребством занимаются, всех пророков твоих убили, ищут еще, чтобы у меня, а ты-то где был, Господи? Знаете, он не говорит напрямую, но вы понимаете, да? Я остался один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. То есть как бы между строк читается: Господи, где ты был все это время? Почему я остался один на один с этим? И знаете, Бог, он корректирует его мышление. Он ему говорит, что: Илия, ты не один на самом деле. Вот 18 стих последний, который мы читали, он говорит: «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонились перед Ваалом, и суета сих уста не лобзали». Он говорит, что там еще 7000 человек, мужчин есть, которые не поклонялись Ваалу. Я их сохранил. То, что ты их не видишь, это не означает, что их нет. Они его там не целовали, не поклонялись. Они есть 7000. Ты не один. Он говорит ему, что: Илия, я не делал. Это ты думаешь, что я ничего не делал. У меня все под контролем. На самом деле я только начинаю. И дальше он ему говорит, 15-17 стих. «И сказал ему Господь: пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск,
И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя помажь царя над Израилем. Елисея же помажь пророка вместо себя и так далее. Да, там. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуя, кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Другими словами, он говорит: Илия, не переживай, у меня все под контролем. Я делаю что-то, я тебе, для тебя тоже есть сделал. Есть поручение. Я не помню, где, это тоже вот реальная история, когда наши войска они освобождали, уже Европу, не знаю, на территории Германии, или это Восточная Европа была, не помню точно, концлагерь, или это просто был какой-то разрушенный дом. На одном из стен, были слова написаны, что «Я верю в солнце, даже если оно не светит. Я верю в любовь, даже если ее не видно. И я верю в Бога, даже если Он не говорит». Знаете, когда человек находится в депрессии, он думает, что Бог он его оставил, если это верующий человек. Нет никакой надежды, нет никакой уверенности. И Богу очень тяжело увидеть, что Он вообще где-то есть, Он что-то делает для такого человека. Но человек в депрессии, он должен понять, как вот тогда вот Илия, он осознал, что Бог, Он все равно работает в твоей жизни. Даже если ты ничего не видишь на данный момент. Итак, мы посмотрели, что сделал Бог. Сначала Он дал Илии отдохнуть. Он не грузил его ничем, на мозги не капал, никаких сессий с ним не проводил, не проповедовал ему, не ободрял его что-то. Ты соберись, мужчина, муж Божий, где твоя вера? Ничего такого не было, он просто дал ему отдохнуть, это первое. Второе, он отправил его в свое присутствие, в церковь. Следующее, он попросил его осознать и сказать: а что же не так вообще? Почему я здесь оказался? Потом он его скорректировал, то, где он неправильно думал, в случае Илии это было, что Бог, Он ничего не делает, Он меня оставил. И потом, в конце концов, Бог, Он дает Илии, чтобы он что-то сделал. Обратите внимание, что когда Бог он закончил здесь вот эту сессию, консультацию с ним, Илия до сих пор еще был в подавленном настроении, вот в таком. Но Бог ему говорит, что давай, поднимайся, все, иди, возвращайся, есть для тебя работа. Ты нужен мне, ты будешь полезен. И сказал ему Господь, 15-16 стих: пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь, и так далее, и сделай то, того там поставь царем, того там царем. Елисея вместо себя пророком помажь. Я не знаю, я когда готовился, смотрел эту информацию, есть один, видимо, популярный очень психотерапевт на Западе, по крайней мере, на него там ссылаются, мне это имя ни о чем не говорит. И однажды его спросили на большом собрании, он говорит, что какой бы вы совет дали человеку, если он чувствует, что у него вот-вот будет нервный срыв. Вот он уже на грани находится, и он понимает, что у него произойдет нервный срыв. Какой бы вы совет ему дали? И все ожидали, это был слет психотерапевтов, что он скажет, нужно срочно пойти и записаться на прием к психотерапевту. Но вы знаете, его ответ был в следующем. Он сказал, что выйди из дома, запри дверь, найди человека, которому нужна помощь, и помоги ему. Знаете, чтобы преодолеть упадок духа, не нужно фокусироваться на себе. Вот если ты хочешь преодолеть упадок духа, нужно перевести весь фокус внимания с себя на кого-то другого. Быть вовлеченным в чьи-то жизни, в чьи-то другие проблемы, помочь кому-то другому. Знаете, в этом весь Бог.
блажение давать, нежели принимать. И помогая другому, ты не заметишь, как ты на самом деле поможешь сам себе. Я думаю, что многие, может быть, даже переживали это в своей жизни и понимают, и согласятся с этим утверждением. Ну, в любом случае, психотерапевт знает, о чем говорит, я думаю, человек мудрый. В заключение я бы хотел следующее сказать. Знаете, психиатры, психологи, психотерапевты и вот эти маленькие розовые таблеточки, они могут творить чудеса на самом деле. И я не против этого. Они могут, они помогают, они выводят людей из депрессии. Но для полноценного и истинного исцеления ничто не сравнится с Богом. С Его мудростью, с Его силой. Аминь? Я заканчиваю уже. Хотел бы вам рассказать историю. Есть такой магазин в Америке, JCPenney называется. И, наверное, нам ни о чем не говорит, но сейчас эти магазины, они находились, было очень много магазинов, на пике у них было, по-моему, 2500 магазинов, сейчас они сокращаются, потому что вся торговля, она уходит онлайн. Но в 20 веке это был очень популярный магазин, и это не просто магазин, это универмаг такой. Они строили свои, как бы, здания. Если в 20 веке вы поехали в Америку, то где-нибудь в центре, это всегда, знаете, например, ну, в Нью-Йорке Фифс Авеню, да, это 5-я авеню, там вот есть молл такой, как вот. Ну, JCPenney, они, одно время они даже строили магазины в центре города. Это вот такой, знаете, ну, не топовый уровень, но для Америки это было круто. То есть это такие бренды, они сами там подбирали, там можно было купить вообще все. Вся суть в чем, про что я говорю, что вот этот человек, который основал, он назвал его своим именем, у него там как-то Джозеф, чего-то там Пенни. Его звали Джеймс Кэш Пенни. И, то есть первые буквы JC и Пенни. В Америке все знают, это прямо, ну, в смысле, это как у нас, это как Макдональдс, в общем. Знают все. У него интересная история. Уже, он начал, по-моему, с 20-го года, 1920 год, вот, как бы основывать магазины. В 24-м году у него уже было 500 универмагов по всей стране. В 28-м уже было 1000. Представляете? 1000 универмагов по всей стране. Большие здания и так далее. И 29-й год, Великая депрессия в Америке. Когда компания она так активно развивается, ну, редко у кого хватает своих ресурсов финансовых на это. И он делал очень большие привлечения финансов со стороны банков. Когда разразился кризис, и кризис был, ну, тотальный, многие банки, они стали расторгать договоры и требовать, чтобы деньги вернулись заранее. При этом при всем продажи они рухнули, население оно обнищало. И он столкнулся просто с реальной проблемой по вот выплате долгов. При том, что выручка она сокращалась, все выглядело очень плохо, и все кончилось таким образом, что он перестал спать, он впал в тотальную депрессию, у него было постоянное беспокойство. И его положили в больницу. То есть он уже находился в больнице и постоянно на антидепрессантах. Он сам пишет, да, у него есть просто воспоминания. Он говорил, что я становился слабее с каждым днем. Я был сломлен и ментально, и физически, и чувствовал полную безысходность. Пропал интерес к жизни, никакой вообще, ни луча надежды не было. У меня не было цели, для чего жить. У меня было такое чувство, что у меня не осталось ни одного друга во всем мире, и что даже моя семья, она повернулась против меня. Это вот его воспоминания. И в один день, да, у него прямо вообще состояние ухудшилось. Он уже несколько там ночей не спал.
пришел врач, дал ему снотворное, успокоительное, и он сам вспоминает, что снотворное, оно сработало на какое-то время. Я, говорит, ночью проснулся, буквально там на несколько часов, и все. И дальше, опять никак. И я, говорит, чувствую, что эту ночь я не переживу. И по его воспоминаниям, говорит, я, говорит, встал, написал прощальные письма всем, и потом лег в кровать, глаза закрыл. И когда, говорит, утром проснулся, я очень удивился, что я до сих пор еще живой. И встал с кровати, и говорит, что я не могу объяснить, что произошло. Он говорит, я услышал, там была часовня, это была, понятно, частная клиника, человек был состоятельный, несмотря на все проблемы, да, и частная больница, во дворе была часовня, где каждое утро они славили Бога, они разбирали Писание, там, короткое, на полчаса все это дело, то есть пару гимнов, молитва, разбор слова. И он услышал, что это происходит, и он спустился туда и как раз попал вот на это, на прославление, на разбор слова, на молитву. И он говорит, что неожиданно что-то произошло. Я не могу этого объяснить, только как назвать это чудом. Я, говорит, почувствовал, что как вот темнота во мне, она просто отступила. Как будто вот я все это время просто взял, как заблудился и ходил в пещере, в темноте. И тут как будто я из нее вышел, и яркий свет. Он говорит, что он написал такие интересные слова, я, говорит, почувствовал, как будто меня кто-то взял и перевел из ада в рай. Как бы вот так, сразу. Я, говорит, просто почувствовал силу Божию, как никогда раньше в своей жизни. И, знаете, вот за эти 20 минут вот они перевернули всю его жизнь. Он знал, что Бог с ним. Он понял, что его любовь, она с ним. Для того, чтобы ему помочь. И он говорит, что с того самого дня, он писал это уже гораздо позже, в престарелом возрасте, что у меня больше не было ни одного дня, когда я беспокоился, такого беспокойства в жизни. Вот такой депрессии. Это, говорит, были самые удивительные 20 минут в моей жизни, которые я провел в этой вот небольшой часовне в то утро. И я просто смотрел это на англоязычном ресурсе, и там был псалом. Это старый такой, знаете, баптистские такие псалмы. Вот если кто-то был в баптистской церкви, они так дружно, хором, такие мелодии очень революционные, похоже, поют. И я просто вот слова перевел, которые там были, я не знаю этого гимна, но там написано, то, что он услышал вот во время прославления, это: «Не впадай в уныние, что бы ни случилось, Бог позаботится о тебе. Держись под Его крыльями любви, Бог позаботится о тебе. Бог позаботится о тебе каждый день. Он позаботится о тебе, Бог позаботится о тебе». И я хочу, чтобы вот эта история, и вообще вот это слово, которое было, оно ободряло вас. И на самом деле выход есть. И депрессия не бывает, она нереальной. Если человек он их испытывает, если ты переживаешь, это совсем не означает, что у тебя жизнь какая-то аморальная, или что ты от Бога отошел, или еще какие-то причины. Но мы посмотрели, что даже мужи Божии, через которых Бог, Он двигается сильно и могущественно, но бывает такое, что человек, он доходит до ручки, и бывает такое. Но Бог, Он не оставит и не покинет тебя. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся. Если ты знаешь, о чем молиться, давайте мы закроем глаза, помолись. Аллилуйя. Господи, благослови каждого, кто здесь, кто вообще слышал это слово. Может быть, когда-то услышит. Дай нам помнить всегда, Господи, что Ты всегда с нами, Ты всегда за нас, Ты никогда не оставишь и не покинешь. Господи, и дай нам мудрости и сил духовных
помните, приходите к тебе. Помните о том, что у нас есть Небесный Отец, которому не все равно, который нас любит и который заботится и никогда не оставит и не покинет. Господи, если есть люди, которые прямо сейчас они проходят через депрессию, Господи, дай им ободрение, дай мудрости, что делать и как выйти из этого состояния. И я прошу Тебя, Господи, пусть будет сверхъестественное чудо, Господь. По возможности сделай так, чтобы вообще это обошло каждого стороной. Чтобы ни у кого не было депрессии. Но если будет, чтобы выйти из этого. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще раз хочу поздравить вас всех с праздником Победы. Не знаю, пообщайтесь, пожарьте шашлыки сегодня. Погода вроде бы хорошая. И с миром Божьим по домам. Господь пусть благословит вас на предстоящую неделю. Хорошо? Аминь.